Дело в том, что действительно мне довелось, посчастливилось поработать в органах государственной власти все эти годы, около 30 лет. Чуть у нас отсчет идет не с 4 июня, работа в органах государственной власти где-то идет с марта 93 года. Тем не менее, это считается 30 лет. Конечно, для истории это срок небольшой, но если судить по тому, что сделано за эти годы, конечно, это много сделано. Я обычно называю временем достижений, иногда упущенных возможностей. Я не сторонник такого подхода, все мы сделали великое дело, мы все, конечно, были все, ошибки были, проблемы были, но проблемы были больше объективного характера, потому что нам не удалось, то есть не получилось заниматься только образованием республики, становлением ее. Приходилось отвлекаться государству в целом на явления в соседних регионах, на которые отражались на нас. Вынуждена была власть заниматься именно проблемами конкретно из Северной Осетии, людей из Чеченской республики и так далее. То есть не получилось по многим причинам заниматься только обустройством собственной жизни, работать на полную выкладку. Но это уже не вернешь. Тем не менее, даже в это время, в принципе, вот энтузиазм, который был у населения, у всех, кто работал на всех участках, любой участок можно было взять, действительно энтузиазм был огромный, энтузиазм, желание и вера в то, что мы можем именно подтвердить свое право, иметь собственную государственность, свое право развиваться в рамках российского государства, становиться. И поэтому, когда первые годы была такая формула, мы не хотим быть первыми, мы хотим быть равными. Мы как есть, то есть мы – это мы, республика – это республика, со своим лицом, со своими достижениями. В том, что, понимаете, первые годы, когда еще мало кто знал, что есть такая республика, когда все для российского пространства было это как бы Северный Кавказ, там республики, то не прошло года 2-3, как уже и в Москве будучи, и будучи за пределами Москвы, то в регионах уже знали, есть такая республика Ингушетия. Со своими лидерами, именно харизматическими лидерами, со своими, как может быть, неординарными поступками именно в установлении государственности своей. Это касалось и то, что первые годы настаивали на том, что мы сами формируем орган власти, мы сами занимаемся обустройством, мы знаем, это наш путь в рамках Конституции Российской Федерации, но путь наш. Что учетом национальных особенностей, вот это было главным, которого мы при этом радовались, и это касается и культуры, и развития, это касается и языка, это касается того, что мы были уже не размытый субъект с названием, заключающим 2-3 этноса и так далее, мы были со своим собственным лицом. Да, были проблемы, касались, мы получили наследие не очень удобное, потому что наследие не предполагало, что мы можем иметь свое лицо, но тем не менее мы добились этого, это надо отметить в любом, как мы сегодня не говорили, это было видно по общению. Я участвовал по службе своей переговорах различных во главе с руководителем тогдашней республики, и все эти процессы наблюдал, видел отношения, уже было понимание, что да, ингуши имеют свою государственность, они принципиально ставят вопросы. Ну, то, что получилось, многие, конечно, вопросы не прошли, потому что надо понимать время такое, надо понимать, что мы не должны были ожидать такого полностью понимания наших позиций, но позиции были четкие, конкретные. Вот эта принципиальность, которая была проявлена и во время встреч, и в переговорах, и в межгосударственных отношениях, и отношениях с субъектами, это было видно. Ну, другой вопрос, что мы в экономическом плане тоже какие-то появились свои. Мы раньше постоянно жаловались и обоснованно, что мы не смогли в условиях другого государственного образования реализовать свои планы, свои возможности. То есть вот это было, когда уже у нас свой университет, появились свои учреждения культуры, социальные институты. Это, конечно, сказывалось и виделось отношение, наблюдал отношение
тех, кто с нами соприкасался, и когда сам бывал по своей служебной обязанности в Москве, встречался с федеральным органом власти, и когда руководство наше вело, и отклики, отзывы, то есть понимали, что есть республика, которая хочет быть равной среди равных, как говорят. Поэтому, первые шаги, да, первые шаги были, молодые, они вызывали уважение, поддерживали нас, и поздравляли с каким-то определенным успехом. Не только пресса писала, и пресса писала тоже эти вещи, хотя были и иного плана публикации, но это уже никуда не денешься, это особенно обычная ситуация в нашей стране, но, по крайней мере, уважение было и на уровне, скажем, общественности, других субъектов, но и на уровне руководителей субъектов. Я видел воочию, как общались, как они относились к нашим руководителям, к нашим позициям, к нашим выезжавшим, как решат какие-то проблемы руководителям разного уровня. Поэтому это было. И то, что мы все-таки не то, что республика, уже некоторые органы власти, некоторые, например, структуры уже имели свое лицо на федеральном уровне, на встречах, во время бесед, во время каких-то мероприятий таких массовых, общероссийских или кавказских мероприятиях, то тут лицо наше было видно, и побеждали, и доказывали не только в таком внешнем проявлении, но и в победах, каких-то достижениях в культуре, в науке, образовании, спорте. То есть получилось то, что действительно было заложено в замысле, в идее создать свою республику со своим лицом. Вот это, мне кажется, главное. Да, упущены возможности, насилие частично, я уже повторяюсь, и объективный характер, и субъективный тоже имел место. Но надо понимать, что наш народ, наше общество не имело опыта государственного строительства. Вот казалось, отсутствие опыта сказалось, потому что одно дело, когда ты, имея опыт, продолжаешь, а когда нет опыта как такового, то, конечно, тяжеловато бывало, но, тем не менее, справились и с этой задачей. И то, что сегодня 30 лет празднует республика, и празднует достойно, да, опять мы говорим, что хотелось большего, лучше, но это нормально, естественно. Надо всегда стремиться к совершенству. Нет ни одного субъекта, даже с многолетним, многотысячным летним опытом строительства, который довольны. Потому что жизнь, требования у населения повышаются, требования у общества повышаются, соответственно, и не успевает государство реализовать те требования, которые общество предъявляет. Поэтому с этой точки зрения, да, проблемы остались, проблемы многие остались, они решаются.